случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в республике за минувшие сутки. Строительство моста через реку Малая Бутуобуя на каком этапе работы? Корректировать под себя свой учебный план. СВФУ со следующего года планирует поменять систему обучения. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в республике за минувшие сутки. Об этом сегодня, 1 мая, рассказал глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Ситуация в республике остается такой же напряженной. За последние сутки у нас 17 новых случаев заражения. Из них есть заражение по ряду районов, таким, например, как по Нерюнгри 2 случая, по Вилюйску 1 случай. Появился коронавирус в Намском районе 1 случай. И у нас порядка 12 новых случаев по городу Якутску. Вместе с тем, я считаю, что по городу Якутску у нас в последующие дни все равно будет возвращение к уровню примерно 20 случаев каждый день, потому что у нас очень все-таки крупный, по нашим понятиям, по нашей республике, очаг заражения у нас именно в городе Якутске, по республиканской офтальмологической больнице. Об этом уже сегодня можно говорить, потому что анализ тех данных, которые сегодня у нас имеются, говорит о том, что большое заражение среди медицинского персонала и в том числе заражение и среди пациентов данной больницы. Сейчас проводится служебное расследование, которое должно показать уже степень виновности тех или иных руководителей в определенных нарушениях правил безопасности эпидемиологической, которые были явно допущены в самом режиме работы данного республиканского медицинского учреждения. Борт МЧС России доставил в Якутию врачей. Решение принято на основании обращения республики в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Группировку МЧС России составляют специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также личный состав МЧС Якутии. Всего задействовано 30 человек. Оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя на 30 мест доставлено в Якутию из Хабаровска. В дальнейшем, в первых числах мая из Хабаровска планируется также доставить оборудование для открытия пункта временного размещения вместимостью до 125 человек. Мобильный госпиталь и ПВР будут развернуты вблизи Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом. В целях организации выполнения мероприятий по защите населения Республики Саха-Якутия из города Хабаровска авиацией МЧС России осуществляется доставка полевого медицинского пункта и пункта временного размещения людей на 125 человек. Полевой медицинский пункт и пункт временного размещения являются полностью автономными и могут быть развернуты на любой территории в любом месте. Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь частично разрешен на территории республики. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга. Охота разрешена в районах, где не были введены ограничительные меры в связи с коронавирусом. Въезд граждан из других муниципальных образований в данные районы будет ограничен до 30 мая. Под запретом охота на территории Алдана, Чаендинского месторождения, частично на территории Сунтарского района. Сейчас я подписал указ главы республики Саха-Якутия, которым сезон весенней охоты на территории республики Саха-Якутия будет объявлен открытым в установленные сроки ранее. То есть по разным районам в разные сроки, изменений по срокам не будет. Другой вопрос, что в этом году запрещена охота на тех территориях, на которых объявлен карантин. Еще раз я объясню, это могу сказать, их перечислить. Это у нас территория города Алдана, Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения и части территории Сунтарского улуса, где находится вахтовый поселок Дорожников. Также будет запрещена охота для лиц, которые прибывают на территорию Республики Саха-Якутия извне. То есть охотиться могут только жители, имеющие регистрацию на территории Республики Саха-Якутия. Ну а еще отдельное ограничение сделано для наших северных арктических районов для сохранения здоровья людей там до 30 мая. По 30 мая там охотиться могут только жители самих этих районов.
Ограничения на выезды в лес ввели в Якутии. Глава республики Айсен Николаев поручил ограничить выезды жителей в лесные массивы и за город в период майских праздников. Глава республики поручил усилить информационную и разъяснительную работу среди населения районов и городских округов республики. Люди должны понять, что от того, насколько в эти дни будут соблюдаться ограничения, напрямую зависит, сможем ли мы остановить инфекцию, либо произойдет рост больных с дальнейшим ужесточением карантина, пояснил он. Телеканал «Якутия-24» запустил специальный сайт alamryak24.ru, посвященный половодью 2020 года. Портал позволяет своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения ледохода на реках республики. Также на нем можно узнать о населенных пунктах, которые попадают в зону возможного подтопления. Помимо этого на сайте имеется информация о том, как подготовиться к половодью и о способах получения возмещения ущерба в случае ЧС. Тем временем вскрытие Лены на участке Ленск-Нюя по уточненному прогнозу УГМС ожидается 1-3 мая. Максимальные уровни воды весеннего половодья на реках бассейна Лены и Северо-Востока ожидаются в пределах средних многолетних значений, говорится в сообщении. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Хамра, а верхняя кромка у Крестовский. Протяженность ледохода 80 километров. Отмечается, что за сутки он продвинулся на 50 километров. В Ленске подвижки льда уровень воды составляет 383 сантиметра. На участке Ленск-Алекминск продолжается суточный рост уровней воды. В Мирнинском районе идет строительство капитального моста через реку Малая Бутуобуя. Напомним, отсыпку и разравнивание береговой территории начали летом прошлого года. По плану объект должны сдать в конце октября этого года. На каком этапе работы, узнавала Иванна Филиппова. Будущий мост через реку Малая Бутуобуя решит проблему многих жителей Алмазного края. Он соединит Мирнинский и Сунтарский районы. Вместо понтонной переправы люди смогут круглый год ездить по двухполосному мосту. Строители в зимнее время установили русловые опоры, за короткий срок провели сборку и надвижку пролетного строения. Сегодня на объекте ведутся подготовительные работы для укладки асфальтно-бетонного покрытия. Сам мост через реку Малая Бутуобуя практически готов. Сегодня ведется отсыпка подъездных путей к мосту. Здесь работает большегрузная техника. В летний период начнется укладка асфальта. По плану объект должны сдать в конце октября 2020 года. Строительство моста через реку Малая Бутуобуя – это один из крупных инвестиционных проектов на территории Мирнинского района. Заказчик – федеральное учреждение «Управдурвилюй». Возведением мостового перехода занимается акционерное общество РНГ силами подрядной организации «ВОЗ-ТИП-Спецмонтаж». Строительство моста на реке Малая Бутуобуя – это только маленькая часть того большого грандиозного проекта, тех больших грандиозных задач, которые ставят перед нами жители Мирнинского района, жители всей Западной Якутии, да и всей, наверное, Якутии. Это что все-таки должна быть круглогодичная дорога, которая свяжет Якутск через Мирный с центральной частью нашей страны. Работы на объекте идут с опережением плана. Перед подрядчиками стоит задача не сбивать темпы строительства. В этом году Мирнинский район отметит 55-летие. Мост станет настоящим подарком для жителей Алмазного региона. Иванна Филиппова, Олеся Васева, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха. Для учащихся с 1 по 8 класс рекомендовано завершить обучение до 15 мая, для 10 классов до 29 мая, для 9 и 11 до 5 июня. Окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно. Но СВФУ со следующего года планирует поменять систему обучения. Как сообщил ректор федерального вуза Анатолий Николаев, студенты смогут корректировать под себя свой учебный план, выбирая подходящие дисциплины. Будут это образовательные модули или отдельные предметы с глубоким погружением, станет известно в ближайшее время, но сам переход не случится 1 сентября этого года. Пока ректор отметил, что между майскими праздниками будет собрана комиссия по подготовке программы перехода обучения по индивидуальным траекториям.
В Международный день солидарности трудящихся Федерация профсоюзов Якутии призывает присоединиться к профсоюзным акциям на странице ведомства «Саха-Проф». Челлендж под единым хэштегом «1 мая Якутия-2020» покажет заинтересованность трудящихся республики в решении вопросов социальной и трудовой справедливости. А наша солидарность привлечет внимание общества к проблемам человека труда. Также в Федерации профсоюзов Якутии был объявлен республиканский дистанционный вокальный конкурс среди трудовых коллективов. Уважаемые коллеги и труженики республики, ветераны труда и члены профсоюза, обращаюсь к вам со словами поздравления от многотысячного коллектива и профсоюзного актива Ленского пароходства. Вас душевно поздравляю с Днем весны и Днем труда. Пусть к вам с этим теплым маем придет счастье навсегда. Чтоб цветочным вдохновением нашептал вам 1 мая вместе с музыкой весенней лозунг детства «Мир, труд, май». Пандемия пройдет, и никакой COVID-19 не сможет отложить наступление навигации, которая наступает на 10 дней раньше и уже открыта нашими судами в Осетрова. И я уверен, что несмотря на все сложности, речники достойно подготовят свои суда и выполнят все планы перевозок. Добра вам, оптимизма, исполнения желаний и терпения. С праздником весны и труда! От имени Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия поздравляю всех с праздником весны и труда. Этот светлый и радостный праздник по праву считается всенародным и любимым всеми поколениями россиян. Он является неизменным символом единства и солидарности, выражением глубокого уважения созидательного труда. 1 мая — праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание воплотить все свои права и возможности. Пусть ваш труд будет востребован, оценен по достоинству и приносит только радость. Пусть в сердце живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание. С праздником! 1 мая приходит в наши дома как символ долгожданной весны. В этом году мы встречаем его в новом, современном и не менее интересном формате. В это непростое время нам особенно важно быть сплоченными и поддерживать друг друга. Только совместными усилиями мы добьемся успехов, процветания нашего родного края и преодолеем все трудности. В майский день мира и труда желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. В Ленске на самом высоком в Якутии флагштоке подняли символ Знамени Победы – штурмовой флаг, который в победном 1945 году был водружен в Берлине над поверженным Рейхстагом. Напомним, что флагшток является частью всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы». В первую очередь оно появилось в городах-героях, городах воинской славы, столицах регионов страны. Ленск также присоединился к акции. Установить флагшток решили на месте будущего сквера старожилов Мухтуи. Из бюджета Ленского района на благоустройство территории выделили 19 миллионов рублей. «1 мая это ежегодно стало традицией в районе поднятия флага Победы. Поэтому сегодняшний флагшток самый высокий в республике, и флаг, наверное, по размерам тоже один из крупнейших в республике. Это именно все-таки дань победы, дань, наверное, все-таки дань памяти нашим воинам, погибшим, живым, погибшим во время Отечественной войны, благодаря которым мы сегодня живем под этим мирным небом. Да? Мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.